этом году Башкортостан вошел в число пилотных проектов по реализации комплексной модернизации центров занятости населения. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Редан Ахьямов, директор Республиканского центра занятости населения. Редан Рафикович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами говорим о том, что пилотный проект реализуется у нас в республике, и заключается он в том, что модернизация центров занятости населения, причем комплексная модернизация. Вот слова немного замудренные. Давайте попроще расскажем. Давайте расскажем. Дело в том, что вся сеть службы занятости республики объединяет 69 центров занятости в каждом муниципалитете нашей республики. В каждом райцентре есть центр занятости населения. Плюс в городе Уфе у нас 7 центров занятости, которые также распределены по административным районам города Уфы. Таким образом, получается в совокупности 69 учреждений, которые мы должны будем в рамках данного проекта полностью обновить. И это, по сути дела, и заключается идея комплексной модернизации. Она состоит из внешней, да, нашей оболочки, скажем так, мы меняем наш фирменный стиль, меняем само наименование, теперь уже не центры занятости населения, а будут называться кадровые центры работы России. Соответственно, полностью меняется само учреждение внутри сами помещения, да, не только вывеску поменяем, но и вот проведем ремонты, где-то будут проводиться капитальные ремонты, где-то будут проводиться текущие ремонты. И далее мы уже в течение, по сути дела, 2 лет работаем над тем, чтобы войти в эту комплексную модернизацию, да, то есть реализовать все эти вот изменения. И в рамках вот данной работы мы загодя начали проводить и обучение. То есть, чтобы эти изменения у нас не были только внешними, да, не так, чтобы только помещение у нас поменялось, но еще и внутренние, чтобы наши сотрудники изменили свои подходы к работе, изменили подходы к обслуживанию населения. С этой целью мы проводили обучение. Таким образом, вот за этот период у нас 940 наших коллег прошли соответствующее обучение. Это различного рода программы. Это внедрение принципов клиент-центричности. Это работа по оказанию государственных услуг. Это управление коммуникациями. Сам я недавно проходил обучение тоже. Вот управление проектами. Да? То есть мы полноценно стремимся к тому, чтобы преобразоваться и в корне изменить сами подходы работы. И здесь особый момент, наверное, нужно отметить, что вот это вот поменяется подход в плане внедрения клиент-центричности. И здесь какую цель мы ставим, чтобы не то, чтобы вот в взаимодействии с клиентом, да, с гражданами, которые обращаются в центр занятости, у нас происходило в формате с глазу на глаз и с улыбкой на лице, да, но результатом должно стать, чтобы клиент, уходя от нас, эту улыбку сохранил. То есть, чтобы в результате взаимодействия с сотрудником службы занятости у него остались приятные впечатления. Знаете, и здесь ведь не так, что там поулыбались, дежурную улыбку повесили, да, и разошлись. Нет, должно остаться вот это вот приятное, хорошее впечатление. Человек должен уйти от нас с твердой уверенностью, что проблема, с которой он столкнулся в жизни, она решается, он своевременно найдет работу и получит определенную уверенность в завтрашнем дне. Вот, наверное, основные цели и задачи общей вот этой вот большой модернизации, комплексной модернизации сети службы занятости. Ну вот вы сейчас описали, да, что человек должен уйти с улыбкой, и не просто, да, посмотрев на дежурную улыбку. Здесь вот практически это вот как центр психологической помощи получается. Безусловно. Ведь служба занятости, кадровый центр работы России, как по-новому их сейчас мы называем, это действительно комплексное оказание услуг
И более того, мы стремимся к расширению этих услуг. Мы привлекаем дополнительных партнеров к нашей работе. Например, заключено у нас соглашение с МФЦ, с центрами «Мой бизнес». И благодаря этому мы расширяем спектр услуг, которые мы готовы оказать в режиме одного окна. Например? Теперь в службе занятости можно будет получить, например, справку об отсутствии судимости, оформить полис обязательного медицинского страхования, получить сведения о состоянии лицевого счета по пенсионному, пенсионного лицевого счета и другие. В совокупности порядка 25 информационно-консультационных услуг, которые оказывает МФЦ, можно будет получить у нас в наших кадровых центрах. Помимо этого, в рамках взаимодействия с центром «Мой бизнес» мы также оказываем услуги в части регистрации, например, гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, получения ими каких-то также справок, связанных с ведением бизнеса. Ведь тоже надо отметить, что содействие гражданам в осуществлении предпринимательской деятельности, безусловно, является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. И оказывая тем самым такие вот услуги, мы рассчитываем, что данный предприниматель в последующем станет, безусловно, нашим хорошим, крепким партнером и в качестве работодателя. Поэтому вот мы в рамках данной комплексной модернизации меняемся внешне, меняемся внутренне и дополнительно еще расширяем спектр оказываемых услуг, при этом в режиме одного окна. Вот должны в Башкортостане появиться еще и модульные конструкции центров занятости, или, как вы говорите сейчас, кадровых центров работы России. Где они появятся? Почему именно там географически? Это инициатива нашей республики. Мы вышли с таким предложением в адрес Министерства труда Российской Федерации, поскольку столкнулись с проблемой, что не все наши помещения, в которых сейчас размещены службы занятости, отвечают требованиям федерального стандарта. И просчитав, проанализировав то, что какую сумму нам необходимо будет вложить в ремонт этих помещений для того, чтобы привести к соответствии с этими требованиями, мы пришли к выводу, что дешевле все-таки, наверное, построить новые помещения. Безусловно, мы здесь планируем использовать опыт, который уже широко и активно используется в сфере здравоохранения. Это модульный ФАП. Мы по этому же принципу решили возводить модульные кадровые центры работы России. К счастью, Министерство труда Российской Федерации данную инициативу поддержало, и сейчас мы готовим к возведению 10 таких модульных ЦЗНов. Первые 2 из которых уже сейчас запущены в работу. Это будут они размещены у нас в городе Сибай и в селе Мисигутово. Ридан Рафикович, вот все понятно, что делается для соискателей, для тех, кто нуждается в работе, а вот для других партнеров, которые, то есть работодатели, вот что делается для них? Как-то в этом направлении налажен процесс? Безусловно, работодатели являются нашим ключевым партнером в взаимодействии, поскольку через них мы решаем нашу основную задачу — трудоустройство наших граждан. И здесь мы также очень активно развиваемся, и в рамках внедрения вот этого принципа единого окна, помимо жизненных ситуаций для граждан, у нас есть и бизнес-ситуации для работодателей. Поскольку работодатели также сталкиваются с такими же проблемами, как поиск необходимых сотрудников, их адаптация. Безусловно, работодатели являются нашими ключевыми партнерами, поскольку именно через них мы решаем нашу основную задачу — трудоустройство граждан. И в рамках данного направления, в рамках реализации принципа единого окна, в рамках внедрения жизненных ситуаций у нас есть и пул проектов, пул направлений, направленных на взаимодействие с работодателями. Это бизнес-ситуации. И в рамках этих бизнес-ситуаций мы оказываем содействие в
Например, составление профиля вакансий для работодателя, например, в поиске необходимых работников, например, в оказании различного рода помощи при, например, сложной ситуации, связанной с ведением, с борьбой, да, в связи с ведением каких-то санкционного давления и так далее, и так далее. То есть, безусловно, вот различные формы поддержки, различные формы взаимодействия с нашими работодателями, с нашими партнерами, конечно же, разрабатываются в новом формате. Как почувствуют на себе вот жители республики, которые ищут работу, эти изменения? Когда? Сам проект рассчитан на 1 год, поэтому мы надеемся, что до конца года мы все необходимые преобразования, во всяком случае, внешние реализуем. Преобразования, связанные с обучением персонала, они у нас, как я уже говорил, длятся уже на протяжении нескольких лет. Поэтому мы считаем, что уже в самое ближайшее время эти изменения у нас произойдут. Кстати, у нас уже есть же 3 кадровых центра. Это в Нефтекамске, это в городе Стерлитамак и в Орджоникидзевском районе города Уфы, где в рамках пилотной программы были уже созданы такие модернизированные кадровые центры работы России. И надо отметить, мы в своей статистике замечаем, как меняется оценка людей, да, и само отношение наших сотрудников к своей работе. В данных модернизированных центрах наши сотрудники очень сильно поменялись, поскольку даже вот форменная одежда, которая брендирована, форменная одежда, которую мы пошили в рамках данного проекта, внесла свои коррективы. Сотрудники стали более ответственны, стали более дружелюбны, стали более открытие взаимодействовать со всеми гражданами, кто к ним обращается. Ридан Рафикович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об этих нововведениях. Мы желаем вам удачи в реализации этого проекта и надеюсь, что жители республики почувствуют эти изменения. Спасибо огромное. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Интервью». И сегодня в гостях у нас был Ридан Ахьямов. Это директор Республиканского центра занятости населения. Спасибо, что были с нами.